Это итоги дня на канале Якутия-24. Работаем в прямом эфире. В студии Влад Давыдов. Сегодня в выпуске. Выездная пресс-конференция главы республики. Айсен Николаев побеседовал с журналистами, какие темы были обсуждены и затронуты. Социальная газификация. Закон о бесплатном проведении газопровода до границ участка затронет 12 районов и более 4,5 тысяч домов. Как войти в список? 99 лет со дня основания. Сегодня профессиональный праздник отмечают работники санитарно-эпидемиологической службы России. Попались браконьеры. Мужчины обвиняются в незаконной добыче водных биологических ресурсов в Булунском районе. Большие гастроли труппа Русского драматического театра имени Пушкина отправляется в Приморье. Глава республики Айсен Николаев проверил ход работ на 89-м километре региональной дороги Умнас. На объекте протяженностью 16 километров практически завершены работы, осталось доделать 3 километра. До конца октября ответственная подрядная организация намерена завершить там все запланированные работы, в том числе и по установке уличных освещений на дорогах, проходящих вдоль населенных пунктов. Добавим, что за последние 3 года на автодороге Умнас на территории Хангаласского района отремонтировано порядка 60 километров. Кроме того, порядка 16 километров отремонтировано муниципальных дорог в населенных пунктах Хангаласского района. Помимо этого, с этого года начнется проектирование дороги на участке Тумул-Титары, где в ближайшие годы начнется ее строительство, ввиду того, что именно этот участок также является одним из самых популярных туристических направлений. В целом было направлено более 1,5 миллиарда рублей. В последующие годы также будем вкладывать и ремонтировать не менее 13 километров ежегодно. Дорога приводится в нормативное состояние, население видит, часто пользуется, это очень популярный туристический маршрут. Кроме того, хотелось бы отдельно отметить, что в ряде населенных пунктов мы установили уличное освещение для повышения безопасности дорожного движения. Ну и один объект хотел бы тоже значимо обозначить. Это у нас 4 километра асфальтовой дороги вдоль села Улаханан. Тоже активно развивающееся село с активно развивающимся сельским хозяйством. И, соответственно, асфальтовая дорога с уличным освещением тоже в этом году будет завершена. В Ленске появится 640 метров новой дороги. Такая потребность возникла в связи с появлением на карте города нового жилого квартала. Дома были возведены в рамках реализации программы переселения. Там же недавно построили новый детский сад на 315 мест. Соответственно, возникла потребность в дороге. Сюжет Анны Кожевниковой. Требуют продолжения улицы. Новые адреса, появившиеся на карте Ленска, в жилом квартале, который был построен в рамках программы переселения. А новое дошкольное учреждение требует благоустройства прилегающей территории. Поэтому городские власти приняли решение проложить новую дорогу между высоток, которая будет вести к детскому саду Теремок с выходом на Нюйскую. Это будет продолжение улицы Якутской. Но пока родители и воспитанники детского сада «Теремок» в весеннее и осеннее время месят грязь, добираясь до здания. Кто-то относится терпеливо, понимая, что эти неудобства временные. Я вожу ребенка в детский сад «Теремок». Сейчас здесь очень грязно, то есть на протяжении с 1 сентября, как мы начали ходить, очень грязно, практически плывешь до садика. Но я так понимаю, что это временные трудности, потому что подрядчик, надеюсь, сделает прекрасную дорогу, и мы будем ходить по асфальту в садик. Но большинство родителей неоднократно обращались с жалобами и просьбами благоустроить прилегающую к саду территорию. Я согласна строиться, но они строятся в одном месте. Садик находится достаточно на далеком расстоянии. И можно было хотя бы привести дорогу в порядок, чтобы родители не по глине это с детьми шли. Я езжу на машине, у меня нет столько проблем добраться до садика. Но родители, которые ходят пешком, а это дома рядом стоящие, им приходится делать полностью круг, чтобы пройти по сухой стороне.
И просьбы были услышаны. Но строительство новой дороги – дело не быстрое и даже не одного года. Городская мэрия приняла участие в конкурсе Дорожного фонда Якутии с проектом улицы Якутской и получила финансирование около 60 миллионов рублей. Недостающие средства почти 23 миллиона, добавила районная администрация. На сегодня контракт уже заключен. Проект рассчитан на 3 года. В этом снос частного дома, расположенного в границах улицы Якутской, где должна пролегать дорога, перенос линии электропередач, вырубка деревьев. Это отсыпка ПГС щебнем. Вот в этом году до 25 декабря у нас по графику мы должны выполнить все подготовительные работы, а в следующем году будет уже производиться значит, дорожное полотно, асфальтирование дорожного полотна, тротуар, освещение, озеленение. А также будут сделаны съезды к домам. Все работы по благоустройству улицы Якутской и укладке асфальта, а это 640 метров новой дороги, должны будут завершиться в 2023 году. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. Нет. Закон о бесплатном проведении газопровода до границ участка затронет 12 муниципальных образований, в том числе более 4,5 тысяч домовладений в Якутии. Чтобы претендовать на бесплатное подключение к газу, участок и дом должны находиться в газифицированном населенном пункте. Во-вторых, должны быть соответствующие документы о правах собственности земельного участка и дом. Как только стартовал большой проект, в регионе проведена инвентаризация домовладений, подпадающих под программу. Сахатранснефтегаз отобран региональным оператором до газификации и составлен план-график работы. Как отметили в Минпроме региона, ускоренная догазификация в регионе будет проведена поэтапно. 291 домовладение планируем газифицировать в этом году. Конечно, погода может внести свои корректировки. Мы не в простых с вами условиях живем, но ориентир у нас такой. В следующем году это более 3300 домов, и, соответственно, остальные у нас попадают на 2023 год. Как разделены этапы? В первую очередь у нас попадают дома, где отсутствует дефицит газа, то есть, где простыми мероприятиями, нет, простыми, конечно, да, строительство, конечно, газопроводов и так далее нужно решить. А 23 год – это там, где необходимо решать вопросы с ликвидацией дефицита. Многие граждане эту проблему начали. Мы, в принципе, в этом году уже, Айсен Сергеевич Николаев вопрос поддержал, депутаты Государственного собрания ЛТУМЭН, и мы вместе с городом сегодня уже начали решение вопроса по устранению дефицита по городу Якутску, например. Добавим, что региональный оператор газификации Сахатранснефтегаз в онлайн-режиме продолжает прием заявок на социальную газификацию через новый сайт компании. Все документы тщательно проверяются специалистами, и при положительном рассмотрении заявки будет направлен проект договора для его подписания. Если домовладелец попадет в программу социальной газификации, то он сможет сэкономить порядка 52 тысяч рублей. Именно сейчас такова средняя стоимость технического присоединения одного домового хозяйства к газопроводу. К другим новостям. После торжественного открытия новой школы-сада в Актемцах в Хангаласском районе глава республики Айсен Николаев провел выездную пресс-конференцию. Разговор с журналистами длился 1,5 часа. За это время руководитель региона ответил на 20 вопросов журналистов, среди которых были темы экологии, лесных пожаров, сельского хозяйства, поддержки аграриев, долгосрочных планов по комфортной городской среде. Также речь шла о росте цен на недвижимость в республике. Все подробности в репортаже Ульяны Шагиной. Встреча главы Якутии с журналистами прошла впервые с начала пандемии, так что за это время вопросов у журналистов различных изданий и телеканалов накопилось множество. Всего было озвучено пару десятков вопросов. Одной из первых, актуальная в эти месяцы, тема экологии и лесных пожаров. Отвечая на вопросы по поддержке аграриев в столь сложный для них период по кормозаготовительным компаниям, руководитель региона отметил, что меры по их поддержке были приняты заранее. Создавались мобильные бригады, работающие на отдаленных участках. Кроме того, неотложные меры по кормозаготовке и организации зимовки скота будут приняты по наиболее пострадавшим от лесных пожаров муниципальным образованиям. Мы уже приняли решение, что часть сена мы будем завозить извне республики. Я благодарен нашим коллегам из других регионов. Это и
Амурская область, Забайкальский край, это и Магадан, которые уже дали нам возможность сено заготавливать, специально под нас заготавливали тоже. И в итоге у нас уже сегодня там где-то 23 тысячи тонн сена уже имеется, да, которые мы должны будем сюда вывозить. Задача сейчас стоит быстрейшие, кратчайшие сроки начать уже вывоз сена по тем районам, где совсем мало будет. Вот. Ну и потом уже зимой в установленном порядке и извне республики, и внутри республики перераспределение заготовленных объемов кормов сделать. Глава республики затронул вопросы организации задач по снижению заболеваемости коронавирусной инфекцией в регионе. Айсен Николаев отметил, что несмотря на то, что ситуация в республике с ковидом остается напряженной, по числу смертности регион находится в числе последних в стране. Уровень вакцинации в Якутии достиг 75%, но имеется ряд районов, где уровень только 55%. Сегодня болезнь уходит в районы и даже в маленькие поселения. И причем там, где мало вакцинированных, там, конечно, результаты хуже всего. Вот приходят в деревню, где 20% вакцинированных, все, в этой деревне там один человек заболевает, за ним заболевает там уже десятки людей. Это вообще трагедия, так? Мы никак не можем вот эту волну недоверия к вакцине пока преодолеть до конца в некоторых районах. Несмотря на работу по борьбе с ковидом, не снижаются темпы по подключению к оптоволоконной линии связи населенных пунктов. В числе первых улусов 100% подключившихся к ВОЛС стал Хангаласский район. И эта работа будет продолжена в других муниципалитетах. Сегодня доступ к скоростному интернету имеют 88% населения региона. Задача увеличить эти проценты, в том числе уйти в сторону Арктики, где сделать это намного сложнее. У нас вот опыт уже есть. Мы в прошлом году довели линию высокоскоростной линии связи до Оленька. И сейчас мы надеемся, что с Ростелекомом все-таки найдем взаимоприемлемое решение, и оно пойдет оттуда на Желенду и потом уже на Саскалах, потом на Илюнхая, это уже Анабар, и выйдем на берег моря. Да? Решение практически есть, и технологически осталось нам по финансам договориться, с учетом того, что районы Оленевский и Анабарский достаточно самодостаточные и, надеюсь, будут принимать участие в софинансировании, мы эту проблему решим. Отвечая на вопросы по ситуации с ростом цен на жилье, глава республики отметил, что здесь важной составляющей является активная застройка, и в первую очередь в самой столице. Сегодня рынок спроса на новостройки превышает предложение, и правительство региона делает все возможное, чтобы урегулировать эти вопросы и стабилизировать рост цен. Бюджетный инфраструктурный кредит, который первыми в стране мы получили из всех регионов, мы как раз направляем на создание инфраструктуры, то есть на теплоснабжение, водоснабжение и южной части города, чтобы там имелась возможность строить жилье. И она появляется не только для микрорайона воинской части, а уже появится в целом для южной части, там почти 500 000 квадратных метров жилья можно будет построить. И другие проекты мы тоже будем по Якутску продвигать. Кроме того, вопросы коснулись авиакомпании «Якутия». Айсен Николаев высказал недовольство работой региональной авиакомпании, в том числе по количеству задержанных рейсов. По его мнению, по компании давно настало время принять серьезные кадровые решения. Ульяна Шальгина, Джулус Накентьев, Хангаласский улус. Ну и вот, как только что стало известно, генеральный директор авиакомпании «Якутия» Владимир Горбунов покидает должность. Об этом сообщили в Минтрансе республики. Цитата: «С учетом сложившейся ситуации генеральный директор авиакомпании «Якутия» покинет пост руководителя. Соответствующее заявление Владимир Горбунов уже передал министру транспорта», говорится в сообщении ведомства. Ну а министр экономики Якутии Майя Данилова озвучила прогноз социально-экономического развития республики до 2024 года. Прогноз социально-экономического развития Республики Саха-Якутия на период до 2024 года учитывает основные тенденции, которые сейчас происходят в восстановлении мировых экономик. В этом году валовой региональный продукт оценивается на уровне 10% к 2020 году, и это в 2,6 раза больше темпов роста в целом по стране.
К 2024 году экономический рост составит 20%, и основной вклад в это внесет, конечно же, добыча полезных ископаемых. Например, добыча угля прогнозируется с ростом до 59 миллионов тонн, добыча золота с ростом до 56 тонн. И это, конечно, отразится на поступлении прибыли рентабельных предприятий, соответственно, на налоговых доходах государственного бюджета республики. Те тенденции, которые у нас имеются в демографии, да, в миграционных процессах, сохранятся. И с учетом этого к 2024 году ожидается прогнозируемая численность населения более 1 миллиона человек в Республике Саха-Якутия. Доходы населения реальные, да, возрастут практически на 10% в 2024 году по отношению к 2020 году. Сегодня профессиональный праздник отмечают работники санитарно-эпидемиологической службы Российской Федерации. В этот день 99 лет назад был принят документ, заложивший основу формирования в стране государственной системы охраны здоровья. О работе специалистов санэпидслужбы республики сюжет Марфирины Алексеевой. На плечах специалистов санитарной эпидемиологической службы лежит груз национальной безопасности страны. Вся история санэпид-Якутии связана с борьбой с эпидемиями, профилактикой заболеваний, обеспечением надлежащих условий жизни, труда, отдыха и обучения населения. Результатом многих лет напряженного и беззаветного труда якутских специалистов, кому выпало жить и трудиться в первой половине 20-го столетия, стала победа над проказой, трахомой, цингой, сыпным и брюшным тифом, малярией и успешное противостояние туберкулезу. В сегодняшних условиях пандемии COVID-19 их труд особенно ценен и важен. Ежедневно в Центре гигиены и эпидемиологии города Якутска сотрудники проводят исследования и обрабатывают более 500 проб на COVID-19. В этом боксированном помещении, ламинарных боксах, проводится исследование на SARS-CoV-2, COVID-19, пробоподготовка, выделение нуклеиновых кислот, в частности РНК, и пробы передаются через шлюз для ПЦР-исследований. После выделения РНК проводится дальнейший этап – это обратная транскрипция. Следующий этап – это ПЦР, проводится в этом ламинарном боксе. На этих аппаратах ротори, биоради, ДТ-технологии, ДТ-праймер проводится детекция продуктов амплификации. Несмотря на увеличившийся объем работ, в штатном режиме проводятся плановые исследования. Лаборатория зоопасных инфекций занимается исследованием особо опасных инфекций. Это сибирская язва, тулеремия, бруцеллез, холера, псевдотуберкулез, кишечный иерсинез, легионеллез. Все лаборатории работают высокоэффективными, высокочувствительными методами исследований, используя самые передовые технологии. За почти 100 лет существования службы ее функции расширились. Сочетание системного подхода к борьбе с эпидемиями в дуэте с новейшими научными разработками позволяют встречать опасные заболевания во всеоружии. Большой вклад сотрудников Роспотребнадзора в организации работы по предупреждению и предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции не прошел незамеченным. Указами президента Российской Федерации, орденом Пирогова награждены 11 сотрудников нашей службы и 4 специалиста медалями Луки Крымского. И отмечая наш профессиональный праздник, в предюбилейный год, мы поздравляем наших уважаемых ветеранов службы, всех работников с праздником, Днем Государственной санитарно-эпидемиологической службы Российской Федерации. Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, счастья, ну и удачи. Марфирина Алексеева, Артем Алексеев, Якутск. В перинатальном центре столицы состоялась торжественная выписка новых горожан, появившихся на свет 12 сентября в день 389-летия основания города Якутска. Всего в этот день родились 15 младенцев, 8 девочек и 7 мальчиков. Всем мамам вручили подарочные наборы от имени
окружной администрации, управления социальной защиты и от перинатального центра. Следственными органами Следственного комитета по республике предъявлено обвинение 3 фигурантам уголовного дела. Они обвиняются в незаконной добыче водных биологических ресурсов группой лиц по предварительному сговору с причинением особо крупного ущерба. Следствием установлено, что 3 мужчин прибыли на участок местности возле села Сиктях Булунского района и в период с июня по август текущего года незаконно добыли 493 экземпляра сибирского осетра, 83 нельмы, 28 тайменей и черную осетровую икру весом 173 килограмма. Причиненный ущерб составил 117 миллионов рублей. В отношении основного фигуранта дела, ранее неоднократно судимого жителя Якутска, по ходатайству следователя судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается. Установлено, что на протяжении лета 2021 года ранее судимый житель города Якутска вместе с 2 сообщниками осуществлял незаконную добычу рыб в акватории реки Лена, а также ее перевозку и хранение. В ходе обысковых мероприятий запрещенные орудия лова изъяты. 3 подозреваемых задержаны. В Нерюнгринской городской библиотеке состоялась презентация детектива, основанного на реальных событиях. Автор книги, полковник полиции в отставке Сергей Байбородин, рассказывает Ирина Кичигина. Книга под названием «Стрела Амура» – это проба пера Сергея Байбородина как писателя детективного жанра. Она была написана в прямом смысле на коленке. Еще когда Сергей работал в милиции, у него всегда проявлялась склонность к фиксированию. Он тщательно записывал, где, когда, какие преступления раскрываются. В памяти всплыли самые мелкие детали. Я даже помню, в чем были одеты каждый из оперативников, понимаете? Помню, что они говорили. Получилось так, что вот я мысленно себя перенес на эти 20 лет назад, и мне там стало хорошо. И вот пишу, я просто рассказываю. Сюжет детектива изложен таким образом, чтобы читатель чувствовал, что автор сидит напротив и рассказывает свою историю, поэтому читать ее легко самой широкой аудитории. Сказать правду, я не любитель детективного жанра. И принялась за чтение скорее из уважения. Но потом сюжет так увлек, что я не могла оторваться до последней строки. Незнакомому человеку событие может показаться плодом больной фантазии, выдумкой. Но я-то знаю, что это было на самом деле, совсем недалеко от моего дома. Выпустив свою первую книгу, пришло понимание, что весь жизненный опыт только способствовал творческому начинанию и восхождению на новый уровень развития. На презентации Сергей пообщался с читателями, рассказал о своих планах на будущее и подписал авторские экземпляры. Сергей Григорьевич поразил меня тем, что он прекрасный оратор на его презентации. То, что он очень приятно общается с публикой. И удивительно то, что, мы отметили 46 нашему лет городу, да, и впервые, что в нашем городе человек написал детектив. Прочитали этот детектив, сюжет очень интересный, захватывающий. В конце сентября автор планирует отправить в издательство вторую книгу «Транзит», а к концу года еще 2 книги «Июльское утро» и «Убийство никому не нужного человека». Ирина Кичигина, Вадим Барашков, Нерюнгри. Русский драматический театр имени Пушкина отправляется на гастроли в Приморье. Площадкой для показов станет Академический и краевой драмтеатр имени Горького. Труппа Русского театра представит жителям и гостям Владивосток 7 спектаклей. Это классические произведения, комедии, драмы, музыкальные и детские спектакли. На сегодняшний день жители Приморья уже приобрели более половины билетов. Буквально с 19 по 30 сентября это все состоится. Мы все-таки сможем вывести наш уже легендарный ставший спектакль «Два берега одной победы». Это история Алсиба. Также мы повезем ее общеобразовательную программу, естественно, пушкинское наименование. Это «Капитанская дочка», которая идет с большим успехом. И вплоть до того, что школьники, дети, которые увидят спектакль, они
пытаются найти и прочитать все-таки первоисточник. То есть у нас обратный процесс идет от спектакля к книге. Это здорово. Это значит, мы все-таки выполняем свою задачу. Самое главное, то, что интерес возрастает именно к классике. Таковы итоги дня сегодня. Смотрите Якутию 24. Будьте всегда в курсе.